Фестиваль «Наука 0+» – пожалуй, лучший способ понять, что наука вокруг нас. Вот компьютер. Каждое нажатие клавиши и каждое изображение на экране – результат работы ученых и исследователей, или стиральная машина. Ведь за очисткой одежды стоят сложные физические и химические процессы. А теперь взгляните на звезды. Наука помогает понять наш мир и найти свое место во Вселенной. Приходи на фестиваль «Наука 0+». Сделай свое открытие. Вход свободный. Сегодня в историческом парке «Россия. Моя история» в городе Якутске состоялся очень важный и интересный день. Я думаю, он был интересен для многочисленных студентов и школьников, которые сюда сегодня к нам пришли. Дело в том, что республика наша является одной из 4 региональных больших площадок фестиваля «Наука 0+». Это очень почетно, и то, что мы, как исторический парк, как крупнейшая просветительская площадка нашего города в этом участвуем, это весьма органично и лаконично. Сегодня мы приняли порядка 800 школьников и студентов. Было 15 у нас лекторов на самые разные темы. Это научно-популярные лекции. Все эти лекции были очень заслушаны этой аудиторией. Было очень много вопросов. Темы самые разные. От археологии до, геологии, от моделирования каких-то процессов до самых разных, в общем, направлений исследований, которые были представлены нашими лекторами, ведущими учеными нашей республики. Ну, мы горды вообще тем, что наша республика и ее потенциал научный активно участвует в жизни нашей страны. Приходи на фестиваль «Наука 0+». Сделай свое открытие. Вход свободный. Вот этот фестиваль – это уникальная возможность, на самом деле, для ученых в такой доступной форме донести ту информацию, над которой они работают в течение достаточно длительного времени. Сегодня я расскажу об одной из интересных категорий, полученных в ходе исследований находок, это детские игрушки. Вообще археология детства, детская повседневность, детская субкультура – это, конечно, вопрос очень интересный и слабо изученный пока еще для нашего региона. Ну как говорится, начнем. Фестиваль науки – это грандиозное мероприятие, которое собирает всех исследователей, которые в эти дни как раз-таки рассказывают свои результаты, свои полученные интересы и так далее. И, конечно, для детей это много очень хороших мероприятий, познавательных мероприятий, которые во время выставок могут поиграть, получить какие-то новые знания, которые в дальнейшем они могут себе формировать в будущее свою профессию. У меня лекция, она прикладного характера, да, то есть название это «Пора Наташки и холодов не страшно». Как раз таки это на сегодняшний день все автомобилисты, зимой скоро весна, скоро зима, поэтому они будут пользоваться этим материалом. И как раз таки мы сегодня, я расскажу про полученные нами результаты в ходе проведения экспериментальных данных, которые мы получили, и какие новые технологии принципиально применительно к безгаражному хранению, в том числе и портативных гаражей. То есть это для меня идут в одной череде, это как привлечение молодежи к науке, профориентация и формирование общего мировоззрения. То есть это завтра я буду еще рассказывать научная картина мира и как нам формировать этос нового многополярного мира, то есть этика, представление о нравственности. К сожалению, у нас уже 30 лет фактически их нет. И поэтому, чтобы новое общество правильно восприняло и то, что называют искусственный интеллект, и машинное обучение, и будущие технологии, нужно его подготовить для этого. Чтобы не вышло так, как с атомной бомбой, может быть, или возникло что-то еще более худшее. Это опасности технологические есть. Приходи на фестиваль «Наука 0+». Сделай свое открытие. Вход свободный. Я думаю, этот фестиваль науки, он нужен народу. Сейчас очень много молодежи. Я вижу, студенты пришли, ветераны пришли. Так что чем мы занимаемся?
вот, ученые. Вот. Народ должен знать, налогоплательщики. Ну, сегодня у меня лекция такая довольно-таки актуальная. Осень – это урожай, это изобилие, чтобы достаток был дома и чтобы, ну, были здоровы. Берегите себя. И мы сейчас живем в век очень быстрого развития, когда наука развивается такими темпами, что преподаватели даже, пожалуй, не успевают, так сказать, перелопатить эту гору информации и подать ее, скажем, тем же студентам, слушателям, школьникам. Вот. Поэтому я считаю, что это прежде всего особенно важно. Название моей лекции «Многообразие форм кристаллов алмаза» – это чем я занимаюсь всю жизнь. То есть обычно в нашем представлении, так сказать, мы говорим о том, что алмаз представляет собой уже бриллиант, по сути, а мы изучаем алмазы, то, как они выглядят в природе, в каком виде они встречаются в природе, как они росли, как они взаимодействовали со средой, почему они разнообразные. Прежде всего, этот посыл несла лекция. Фестиваль науки, в первую очередь, конечно, это популяризация науки, это популяризация научного знания, потому что сегодня мы знаем, что очень много стереотипных мнений, каких-то идей, которые не подтверждены ничем, поэтому сегодня мы, конечно, должны развивать рациональное мышление, и это, как мне кажется, требование сегодня 21 века. Поэтому и сегодня мы будем говорить о современной модели педагога и выпускника российской школы. Конечно, тема также обретает определенную актуальность. Сегодня и на уровне высшего образования мы говорим о том, каким должен быть педагог. Ну и, соответственно, университеты тоже предъявляют определенные требования к выпускникам школ, к тому, кто будет в последующем работать в производстве. Поэтому сегодня не буду раскрывать всех секретов, но сегодня тема будет посвящена этому вопросу. Приходи на фестиваль «Наука 0+.» Сделай свое открытие. Вход свободный. Вообще мы участвовали с факультетом с самого первого фестиваля. Это очень интересная такая форма, то есть начинали мы еще, когда участвовал только университет, каждый год что-то надо новое придумать, как показать свою именно область, так, чтобы это было интересно всем возрастам, от мала до велика. Но, честно говоря, лекции никогда такие открытые не читала. Это мой первый опыт открытой лекции. Посмотрю, здесь тоже достаточно возрастная аудитория. Я сама кандидат геолого-минералогических наук и занимаюсь золоторудными месторождениями. Конечно, эта лекция адаптирована для общего такого слушателя разного, да. И золото – это уникальный металл, и поэтому во всех его ипостасях, применениях, и откуда оно, и сколько его на Земле, и да, в частности в нашей стране, это, наверное, интересно будет каждому. Фестиваль науки – это праздник для всех жителей нашей республики, так как это большой шанс узнать что-то новое для себя, увидеть новые открытия, и просто получить какие-то знания. Сегодня я буду выступать в секции «Борьба с оспой» в Якутской области в первой половине 19 века. И будут показаны меры борьбы с данными эпидемиями, которые происходили на территории Якутии. Данное исследование выполнено в ходе исполнения нашего гранта «Борьба с эпидемией Якутии в 19 веке». И я надеюсь, что будет очень интересно для всех слушателей, так как данная тематика очень актуальная для нас. Все мы знаем, что недавно все мировое сообщество переживало пандемию ковид, и исторический опыт вакцинопрофилактики будет очень полезен для всех. Что для меня значит фестиваль науки? Конечно, очень многое. Это просвещение, это образование, повышение квалификации, и это наше будущее и так далее. И, конечно, я хотел бы, чтобы слушатели больше знали о проблемах газовой промышленности, так как от этого зависит существование самого города Якутска и других прилегающих районов и так далее. И по возможности принимали какое-то гражданское участие
дабы Якутск существовал еще многие годы. Всероссийский фестиваль «Наука 0+» — это такое большое ежегодное мероприятие. Это такое тоже большое событие, где можно прийти самим, прийти с детьми и посмотреть вообще, что сейчас актуально в мире науки. Я сегодня буду рассказывать про нейротехнологии в образовании. Это такая очень интересная динамическая тема про исследование нашего мозга. А именно я занимаюсь тем, что исследую, как вообще знание о нашем мозге влияет на наше образование и что из знаний о нашем мозге можно применить в обучении, в практике, например, преподавателей. И расскажу про свои исследования, которые я проводил. То, например, мы исследовали, как студенты реагируют на образовательные видео, потому что мы все прекрасно прошли через электронное обучение, через дистанционку. Несколько советов, на самом деле есть 3 таких очень простых базовых правила, как усваивать информацию, запоминать лучше. Это хорошо спать, хорошо питаться и ежедневная небольшая физическая нагрузка. Приходи на фестиваль «Наука 0+». Сделай свое открытие. Вход свободный. Сегодня также у нас представлена выставка «Россия миру», которая рассказывает о достижениях российских ученых и их вкладе в мировую науку. Я всех приглашаю посетить данную выставку. Выставка посвящена российским и советским ученым и изобретателям, которые внесли вклад в мировую историю. Великие умы человечества, совершившие множество открытий и достижений. Ломоносов, Ковалевская, Менделеев. Можете узнать про атомный проект СССР. На этом интерактивном стенде вы можете собрать новейшую российскую ракету. Россия миру! Новый взгляд на привычные факты. Приглашаем вас в исторический парк «Россия. Моя история».